Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. «Спартак» со счетом 3-2 в овертайме победил ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Это противостояние команд стало 35-м в КХЛ. «Спартак» записал себе в актив 13-ю победу. ЦСКА побеждал в 22 матчах. «Спартак» одержал первую победу над армейцами за 6 лет, прервав серию из 14 поражений в очных встречах в КХЛ. До этого красно-белые побеждали только в 2013 году. В первом матче этого сезона подопечные Олега Знарка дома проиграли ЦСКА со счетом 3-9. Этот результат стал повторением самой крупной разницы в счете в матчах между спартаковцами и армейцами в КХЛ. В следующем матче «Спартак» 14 ноября сыграет на выезде с рижским «Динамо». ЦСКА в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев». Якутский мини-футбольный клуб «Заря» потерпел поражение от Северной Двины в гостевом матче 7-го тура Высшей лиги России. Встреча прошла в Архангельске и завершилась со счетом 6-5. В составе хозяев площадки хэт-трик оформил Артем Говязин. По одному мячу забили Константин Чащин и Даниил Мейстерсон и Владимир Догадаев. У «Зари» по 2 взятия ворот провели Илья Чикер и Афанасий Федоров. Один результативный удар на свой счет записал Джилустан Пестряков. Для якутских футболистов в текущем сезоне это поражение стало третьим при 2 победах и 1 ничьей. В следующем туре «Заря» встретится с московским «Динамо», а Северная Двина сыграет с дублем столичного КПРФ. Обе встречи пройдут 16 ноября. «Волга» ждет. Чемпионат Европы по водным видам спорта впервые пройдет в России в 2024 году. Приоритетным вариантом является Казань. Но если город не подтвердит намерение принять турнир, то он пройдет в Нижнем Новгороде. Столица Татарстана имеет богатый опыт проведения соревнований подобного уровня. А вот Нижний Новгород на спортивной карте страны пока больше известен благодаря футболу, хоккею и баскетболу. Решение о проведении в России чемпионата Европы по водным видам спорта, который состоит из соревнований по плаванию в бассейне и на открытой воде, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, было принято Бюро Европейским лигой плавания. Чемпионат Европы может ускорить процесс появления в городе новых спортивных объектов, в том числе Дворца водных видов спорта, строительство которого обсуждали в октябре на форуме «Россия – спортивная держава». Федеральный центр подготовки велогонщиков планируется создать в Адыгее. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Якимов отметил, что появление такого сооружения даст серьезный толчок к дальнейшему развитию велоспорта по всей России. Федерация велосипедного спорта России считает Адыгею наиболее подходящим местом для создания Федерального центра подготовки велогонщиков. Среди плюсов Адыгеи в этом плане выгодное географическое положение, развитая дорожная инфраструктура, разнообразный рельеф местности и климатические условия. В республике насчитывается более 900 спортивных сооружений. Доля населения, вовлеченного в систематическое занятие физической культурой и спортом, в 2018 году составила 38% или 172 тысячи человек. До конца года эта цифра увеличится до 180 тысяч человек. «Акбарс» победил «Авангард» в матче КХЛ. Белялов установил рекорд сухой серии клуба. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу казанцев. Отличились Михаил Фисенко, Владислав Кара и Джастин Азеведа, который забросил 100-ю шайбу в составе казанской команды в КХЛ. Голкипер «Акбарса» Тимур Белялов обновил рекорд клуба по количеству игрового времени без пропущенных шайб. Его серия составляет 282 минуты 38 секунд. Также Белялов установил рекорд текущего сезона. Вратарь «Акбарса» вошел на 2-е место в истории КХЛ по длительности сухой серии. «Акбарс» занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 26 играх 41 очко. «Авангард» идет 2-м, имея в активе 34 очка в 26 играх. В следующем матче казанский клуб примет на своем льду Челябинский «Трактор» 14 ноября. «Авангард» в этот же день в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью». Швейцарец Роджер Федерер обыграл итальянца Матео Береттини в матче 2-го тура игрового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне. Напомню, призовой фонд соревнований составляет $9 миллионов. Встреча завершилась со счетом 2-1 по сетам в пользу 38-летнего Федерера. Легендарный швейцарец одержал первую победу на этом турнире. Береттини потерпел 2-е подряд поражение. Федерер идет 3-м в мировом рейтинге.
За карьеру он выиграл 103 профессиональных титула, в том числе 20 турниров в серии «Большого шлема», что является рекордным показателем. Береттини занимает 8-ю строчку мирового рейтинга. В его активе 3 победы на турнирах ATP. Максимальным достижением итальянца на турнирах серии «Большого шлема» является полуфинал открытого чемпионата США, который прошел в этом году. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.